Но я хочу вас предупредить, что я не буду слишком много останавливаться на, так сказать, характеристиках биоразнообразия самой Центральной Азии, так сказать, подробностях. Я хочу рассказать вам об основных проблемах, которые существуют, как это называется, вызовы. Собственно, как раз эти основные проблемы необходимо себе представить, которые стоят перед регионом в настоящее время. И вот об этих проблемах мне хотелось бы в первую очередь и говорить. Ну, для того, чтобы было более понятно, с чем мы имеем дело, все-таки небольшая такая физико-географическая характеристика. Ну, отсюда нужно в первую очередь понять, что Центральная Азия, она, вообще-то говоря, представляет из себя регион, находящийся в центре пояса пустынь, который в восточном полушарии простирается от Сахары до Гоби. И вот мы находимся как раз в центре этих пустынь. И отсюда вытекают все особенности взаимодействия с окружающим человека природным миром и все те выводы, которые нам необходимо сделать и которые, к сожалению, мы до сих пор не сделали, существуя здесь, на этой территории, мы не делаем никаких выводов о правилах взаимодействия с этой территорией. Это наша территория, мы здесь, так сказать, родились и выросли, но мы ведем себя здесь в целом. Все до последнего, не только страны, но и мы все, ведем себя по отношению к этой территории совершенно неадекватно. Поэтому надо начинать с самих себя. Вот. И нам это не всегда легко делать, а иногда вообще почти невозможно делать, потому что мы воспитаны уже, к сожалению, в обществе потребления. И мы воспитаны теми традициями и теми, так сказать, в кавычках, правилами, которые существуют в обществе, то есть вот в том строе, в который мы пришли, и существует именно коммерциализированное общество, где, в общем-то, значительные, так сказать, имеющие последствия и для, так сказать, сохранения человеческого, так сказать, и мира природы, а вот эти вот воздействия такого коммерциализированного ей чрезвычайно нужно. Но вот надо постоянно помнить, вот я, может, не буду читать и повторять то, что нам здесь написано, я буду просто говорить о том, так сказать, сопровождая это уже тем текстом, который есть. Мы находимся в таком регионе, который характеризуется очень жестким, засушливым континентальным климатом. Но ведем себя так, как будто мы живем в центре Европы. И для нас вот эти все европейские стандарты сейчас считаются просто как бы само собой разумеющимися. И как раз след этим европейским стандартам во всем, начиная от нашего быта и кончая нашим устройством и взаимодействием с окружающей средой, они приводят к той ситуации, в которой мы находимся. Вот этой близкой, катастрофической ситуации, которая происходит с природой, в первую очередь живой природой нашего региона, которая уже, так сказать, в некоторых случаях перешла через точку невозврата.
Мы часть этой живой природы, которая обеспечивает нас коренными условиями существования, ничем не заменимыми условия существования, никакие товары, никакие услуги, развлечения и прочее всякое вещи. Они нас и положат. Это дурная мобилизация. Она ни в коем случае нам это все не заменит. И это цепочка, которая сейчас уже тянет нас к такой глобальной экологической неустроенности, она, собственно говоря, запущена для региона, и ее можно, так сказать, оборвать только в том случае, если мы объединимся наши усилия для того, вот в одиночку это нельзя исправить, но надо бороться с собой. Надо быть экологически соответствующим. Ну вот как раз насчет так сказать, личного вклада я не буду особенно останавливаться. Сейчас мы будем говорить прежде всего именно в региональном масштабе. Но прежде я хочу просто как бы тест сделать на, так сказать, экологичность нашего восприятия. Вот мы приехали в один из прекрасных пансионатов на берегу Сикуля. С точки зрения конвенции по биоразнообразию, вы здесь могли заметить что-нибудь, то, что не соответствует этой конвенции? Не нашли, не увидели, нету ничего. Тут все прекрасно хорошо. Я не буду перечислять все, что я нашел, я скажу только одно. Вот. Кто-нибудь из вас видел белочку здесь? 5 штук. Ежика не надо. Белочку. Видел? Ну, белочку некоторых видели. Белочка – это нарушение конвенции по биоразнообразию. Потому что это вид не наш, а все, так сказать, те виды, которые в дикой природе находятся и завезены на эту территорию, они должны, согласно этой конвенции, быть с этой территории убраны. Так вот, это не просто потому, что конвенция так сказала, а это просто потому, что мы не понимаем, чем она нам грозит. В самом ближнем плане, лично нам, она грозит тем, что здесь, в Кыргызстане, с момента появления белки очень резко расширились ареалы природно-очаговой инфекции клещевого энцефалита. Почти все леса теперь носители опасности клещевого энцефалита, кроме лесов в Южном Кыргызстане, куда белка еще не проникла. В городе Бишкеке это белка, которую все там прикармливают, там белочка красавица, и вот это же очень даже хорошо. Вот она положит, находится в самом центре города на бульваре Эркиндых, и там же находится сейчас очень большое количество эксодовых клещей, переносчиков клещевого энцефалита. Теперь осталось какой-нибудь перелетной птичке принести вирус клещевого энцефалита в центре города, будет очаг клещевого энцефалита, потому что белка первый прокормитель вот этих эксодовых клещей. Вы хотите, чтобы ваши дети, гуляющие по паркам нашим, бульварам, превращались в объекты нападения эксодовых клещей, а потом они на всю жизнь становились инвалидами. Это раз. Второе. Прекрасное большое озеро. И над озером вы не видите чаек. Вот, пожалуйста, индикаторы экологического благополучия. В том месте, где мы находимся, так сказать, на этом я буду ограничен. Просто хочу сказать, что нужно вот начинать с себя
И нужно научиться видеть, не просто смотреть, но видеть. И не просто пользоваться всякими благами, но и оценивать, во что эти блага будут обходиться в природе. И вообще вот для того, чтобы посмотреть, как мы к этому пришли, я хочу начать с истории нашего региона. Но никто не листает, или я просто не командую. Значит, это вот наш регион, вы видите в этом правом верхнем углу, что мы действительно занимаем центральную часть на суперконтиненте Евразия. И вот наша территория, она как раз охватывает очень большую часть вот этого пустынного региона, и только, там дальше будет видно. И вот это вы видите, как здесь расположены все страны, так или иначе, так сказать, находящиеся именно в суперарийной зоне региона. Дальше, пожалуйста, есть? Дальше. Ну вот эти вот характеристики я не буду особенно на них останавливаться, это просто те характеристики, которые показывают, что у нас увлажнение намного ниже испарения, и поэтому вот у нас, так сказать, очень жесткое условия по увлажнению. И у нас как раз коэффициент соотношение испаряемости и осадков как раз не в пользу увлажнения. И вот дальше, пожалуйста, есть, да? Я здесь просто вот эти самые общие показатели. Дальше, следующий. Вот здесь, значит, в нижних абзацах показано, как это соотносится с климатом Европы. И, значит, вот в климате Европы как раз идет превышение, в среднем превышение количества осадков над испаряемостью. И это совершенно иной климат. Этот климат в первую очередь иной, потому что он не требует особых мер по обеспечению, положим, растительности достаточным количеством осадков, а во-вторых, он создает благоприятные условия для жизни за пределами населенных пунктов. Это вот очень четко надо понимать, что мы можем создавать благоприятные условия только внутри населенных пунктов. И поэтому вот это озеленение, которое в наших городах, в наших населенных пунктах существует, это не дело администрации и не дело частника. Это, так сказать, общее дело. И поэтому к этому нужно относиться с полной ответственностью и требовать этой ответственности всех, кто к этому, так сказать, причастен. И нужно сказать, что у нас, именно в этом регионе, уже издавна существуют вот эти оседлые поселения, существуют города, еще до новой эры, которые озеленялись в достаточной мере для того, чтобы было там благоприятная для человека ситуация. И вот эти навыки мы потеряли почти напрочь. Мы в некоторой степени их, так сказать, не их, а улучшение внутренней городской среды мы научились обеспечивать
советский период, но сейчас это все пошло в полный разнос. Сейчас, и главное, тенденция сейчас диктуют или же недоспециалисты, или же богатенькие. И все они ориентируются на западные стандарты. Вот я заседал в нашей мэрии и говорил о том, что там недостаточный уровень озеленения, то все, то-то, не так. И один из главных представителей, руководитель нашей главной архитектуры, он сказал: а я вот был в Европе и видел, что там не позволяют деревьям вырастать выше 10 метров, и они все там обрубаются и обрезаются со всех сторон. И говорит, их там совсем немного и так далее. Что мы будем здесь сажать? Вот этот человек тоже отвечает за озеленение. И наш Горзеленстрой отвечает за озеленение. И, собственно говоря, наша мэрия и так далее, мэр отвечает за озеленение. Я со всеми этими уровнями имел контакты, разговаривал. И они иногда даже соглашались. Но я убедился в том, что у них никакого, самого примитивного представления о озеленении нет. И для чего это? К сожалению, нет этого представления у горожан. И когда горожан опирают их самые настоящие жизненные интересы. Наш город сейчас на первом месте в республике и вообще во всех крупных городах центральная самая происходит. Алмата превратилась в город, у которого воздух загрязнен. Он попал в первую десятку самых загрязненных по воздуху городов мира. Мы тоже близки к этому. Так вот, эти города все лидируют в своих странах по количеству заболеваний, как раз связанных с загрязнением среды. По раку, по респираторным заболеваниям, по различного рода аллергическим заболеваниям и так далее, и так далее. То есть мы живем в грязи, которую у нас окунули наши власти. И мы по своему невежеству экологическому с этим согласны. Это просто как иллюстрация. То есть, если бы у нас не было исторического опыта, и, положим, мы с деревьев спустились только недавно, и не знаем уже, как жить на земле. Но, дальше, пожалуйста. У нас очень в нашем регионе очень давняя история. И эта история расщедрости, история формирования необходимой для человека среды, она существовала еще до нового века, до нового летоисчисления. Вот во времена Александра Македонского, которого в нашем регионе называют Искандером, вот он дошел у нас до Ферганы. Но вот в этом регионе были достаточно высокоразвитые государства того времени, положим, Бактрия и Согдиан. И было здесь оседлое земледение во многих местах, очаги оседлого земледения. И было кочевое земледение, это на протяжении тысячи лет проходило. И без экологических последствий тяжелых. Экологические последствия, как правило, были в результате войн, но не в результате хозяйственной деятельности человека. И нужно сказать, что господствовавшие долгое время, и возникшие господствовавшие долгое время на территории Центральной Азии древние традиции, древние религии, они были в целом дружественны природы. Но одна из таких мировых
религии, которая в последнее время существовала в Центральной Азии, в основном в Средней Азии. Это буддизм, который около IV века нашей эры появился, и где-то через несколько веков он был, вот эта территория Центральной Азии была центром, мировым центром буддийской религии. А вы знаете, как буддисты относятся ко всем живым существам? Как к тем существам, в которые может переселиться душа человека. Я был несколько раз в Монголии, они буддисты, и там совершенно другое отношение к животным. И у животных совершенно другое отношение к человеку. Я там получал истинное наслаждение, когда я, положим, ехал на коне, в стадо заезжал, внутри стада журавль-красавка, там, где, положим, корова уступает место, а журавль-красавка решил, я прямо на него направил коня, и он решил, что я его оскорбляю. И он стал топтать ногами, я его говорю, там что это стало? Он сказал, ты что, пьяный монгол, ты видишь, что ты птицу едешь? Он меня за монгола принял, поэтому не боится. И почему я на лошадь сел? А потому что я пешком, когда ходил, а я много такой. Меня птицы близко не подпускали, очень сильно обижали, потому что я видел, что когда монголы идут, они их пустят, плотно пускают. То есть они понимают, от кого что следует ожидать. Вот, к сожалению, когда пришел ислам с арабским завоеванием, не просто были уничтожены все памятники, все, так сказать, буддийские святилища, но и уничтожено было вот это дружественное отношение к природе. Но дружественное отношение к природе, бережное отношение, оно сохранилось во многих традициях всех народов Центральной Азии. И, к сожалению, мы вот в последние годы, уже, можно сказать, в советское время, вот эти традиции практически уничтожили, не просто не следовали, но и просто по-настоящему уничтожали. Ну, так сказать, не удалось это все окончательно уничтожить, но хозяйственная деятельность на протяжении, положим, советского периода, она, по большому счету, абсолютно не соответствовала особенностям природной среды Центральной Азии. Там все подметается, вычищено, выблещено. Да настолько вычищено, выблещено, что там даже синицы не живут. Вот здесь вот я на территории видел синиц. Около меня кормилось штук 15 синиц. И там, где оттаскался по всему лесу, синиц не видел, потому что все вычищено. И сам лес состоит из деревьев, которые привезли со всех стран мира. Это не лес, это лесопарк. Ну, положим, в Баварских Альпах исходно, которые из ели состоят, да, это все действительно тот же еловый лес. Якобы. На самом деле не лес. Так, я тоже пытался войти в некоторых местах в этот лес, натыкался на проволоку, и говорю, там написано private zone, значит, пожалуйста, не беспокойте, не ходите. А там вижу вилла, а возле виллы вот такой барбосище бегает. Есть барбос без привязи, бегает. А это не забор, это просто проволока. Они же, так сказать, все понимают, это у нас надо забор строить, чтобы не зайти на эту территорию. А им достаточно проволоки и
объявление, что не заходи дальше. А собака читать не умеет, она может там гулять где хочет. Значит, в радиусе 20 километров от этой виллы нет дикой природы. Просто все ясно, как божий день. Это же должны прекрасно понимать сами, те же германские экологи, или они просто как бы хотят отворачиваться от действительности. В этом Голландии я в свое время их сильно обидел, когда сказал, что у вас самая благополучная страна в мире, вот как вы говорите, я с этим до 100% согласен, только если закрыть глаза, что у вас нет ни одной естественной экосистемы. И вот я в прошлом году там был, мне специально повезли показать Тевтобурский лес. Вот, Тевтобурский лес. О, естественный лес. Я им не стал говорить, что лес не может быть такой площадью, даже чуть побольше, где-то в 2 раза как минимум. Но у них там все земли расхватывали, откуда они там могут привязать. Ладно. Они говорят, вот здесь у нас дикие кабаны и дикие олени. Лес, лес. Я говорю, а кто на них охотится? Ну что вы? Это же национальный парк. Никакой охоты здесь нет. Так я же не про людей. А должны быть хищники, раз это говорите, что лесная экосистема, которые регулируют численность вот этих ваших замечательных диких оленей и этих. А у нас регуляцией численности занимается там егеря, вот, этими вот контролем, так сказать, специалистов. Вот они выполняют роль волков. И это называется естественный лес. Значит, ну, вот так вот. Я говорю, что вот это, собственно говоря, вот такое распространение. В Англии специально повезли нас показать возрожденное болото. И рассказали, что вот в этом болоте они выпустили там креветок оттуда-то, этих-то оттуда-то. Вот это растительность из Северной Африки. Это то, это все. Я говорю, вы называете это естественным возрождением естественного болота? Вот. Это, говорю, не естественное болото, это болотный аквариум. Ну, пусть он в природе, но это аквариум, потому что все виды, ну, большинство видов, это здесь никогда не существовало. И так далее. Вот я говорю, что вот подходы нужно все-таки быть достаточно, так сказать, точно в этих отношениях. И вот когда мы говорим, что у нас ой-ой-ой, сколько экосистем, вот это дальше можно пойти, потом, может быть, вернемся к этому. Дальше, пожалуйста. Там вот эти экосистемы. Вот основные экосистемы, которые, так сказать, сейчас нам на всех картах экологических обозначены. Вот сам, так сказать, в северной части там еще есть клочки лугостепей. Это вот степные, это, значит, пустынные, полупустынные и пустыни, северные пустыни, южные, вот это вот самое основное. Вот как будто бы это все большое пространство, и все это вот называется экосистема. На самом деле и среди лесостепных экосистем, вот на территории Казахстана, нет ни одного участка, который можно назвать экосистемой. Это не экосистема, это сообщество. Что касается степи, то вы прекрасно знаете, что эта степь, где только было можно и нельзя, вся она распахана. И вся она засеяна. То есть степных, как таковых, там участков не осталось. Как экосистема. Что касается пустынь и, значит, полупустынь. Вот они считаются, так сказать, очень даже сохранными или адекватными. На самом деле они чрезвычайно сильно разрушены, на больших пространствах вообще не представляют никаких экосистем. Более того, что для полупустынь
и в некоторых участках пустынь, считается, что это лесные территории. То есть вот там растет саксолол, и значит, если ты стоишь возле одного саксолола, на горизонте видишь следующий, то ты, значит, находишься в лесу. Вот. То есть должно быть совершенно четкое представление о том, что экосистема – это не просто какие-то деревья или, положим, какая-то растительность и какие-то звери и птицы и прочие всякие живность, которая вот на данной площади существует. Нет, экосистема – это именно система, самовоспроизводящаяся система, а самовоспроизводство обеспечивается тем, что там есть разные уровни организации, самоорганизации. И она состоит из самовоспроизводящихся популяций растений и животных. Положим, для этих растений, для большинства растений, популяции могут занимать очень маленькие территории. И там может быть сотни популяций тех растений, которые характерны для данного участка, для данной индивидуальной экосистемы. Но там, на самом верху, должен находиться хищник среднего размера. И не просто хищник, а популяция, размножающаяся популяция хищника, которая, значит, вот именно полностью зависит именно от данной индивидуальной экосистемы. То есть там должно быть ровно столько корма, чтобы обеспечивать вот эту популяцию. А популяция, она не меньше 10-20 особей должна быть. И вот эти 10-20 особей, вот эта вот территория должна обеспечить в течение круглого года, из года в год. А для того, чтобы обеспечить, там более-менее крупные животные, травоядные, должны быть по нескольку популяций. Потому что хищник может выбрать из этой популяции, размножающейся популяции, жертву не больше, не больше 5% особей. Потому что им нужен потенциал для их собственного воспроизводства, а потом, кроме хищников, их еще стреляют более страшные хищники, как люди, и еще там они часть от болезни убирают и так далее. То есть всякие разные. То есть получается, что вот сверху стоит на пирамиде одна популяция, а там идут поддерживающие популяции вот этих вот травоядных и, положим, те травы, которые едят эти, тоже куча всяких популяций. И все это является вот это именно суперсистема. И она вот является экосистемой. Исчезни хоть одно из звеньев вот этой вещи, и тогда как угодно называйте эту территорию, но это уже не экосистема. Это все равно. Что? Ну вот мы что можем назвать заводом или фабрикой? Мы можем назвать вот эти станки, которые там поставлены? Нет. Там должны быть за станками рабочие, разные квалификации и так далее. Там должны быть, значит, положим, мастера, которые, так сказать, организуют работу этих рабочих, принимают у них результат. Там должен быть, положим, инженер, главный инженер, конструкторское бюро не буду говорить, главный инженер. Ну и, собственно говоря, директор должен быть, и уборщики, и все прочее, 3, 10, 50. Убираем мы главного инженера, и, значит, этот завод будет работать и выпускать некоторую продукцию, но недолго. Но он уже не завод, хотя продукцию выпускает, которая через некоторое время он деградирует. Потому что на место этого главного инженера назначают, ну, положим, главного подметальщика. Вот он будет получать его зарплату, но продукция уже не там пойдет. И так далее. То есть вот это, завод по сравнению с экосистемой,
Это настолько примитивная система, что просто трудно сравнить. Самое сложное, что существует вообще в мире, это как раз экосистема. Самая простая экосистема состоит не меньше, чем из нескольких сот видов. А, положим, тропические состоят, вот эта индивидуальная экосистема, не меньше, чем из нескольких тысяч, иногда до десятка тысяч. То есть это очень сложная система. И вот когда они это упрощаются, антропогенного воздействия, мы продолжаем это все называть экосистемой, на самом деле их там уже нет. Теперь вот вопрос о том, почему вот мы так цепляемся, что должна быть именно такая естественная экосистема? А потому что вот с одной стороны идет процесс деградации вырождения до уже таких бросовых земель, а с другой стороны само восстановление экосистемы это страшно сложно и длительный процесс. Даже если оставить ее в покое. Очень тяжело. Там если подорван потенциал самовоспроизводства, восстановление очень тяжелая вещь. И сейчас вот в равнинной части, вот по первым прикидкам, сохранилось не больше 10% территорий, на которых сохранились действительно полноценные экосистемы. Это равнинной части. В горной части не больше 20%. И то это тоже завышенная вещь. Вот мы положим наше GLO, наши высокогорные травяные экосистемы. Все время называем, что да, это вот такая экосистема существует. Присмотримся поближе. Эта экосистема существует только потому, то есть не разрушаясь, не вырождаясь, только потому, что на верхней, так сказать, полосе там стоит популяция барса, размножающаяся. По всей территории Кыргызстана встречает высокогорье барсов, но это все бродячие самцы. Значит, это уже не экосистема там, где они есть. Хотя они как вид существует, но как регуляторный механизм нет. И у нас осталось всего 3 индивидуальных экосистемы в, значит, месте стыка бассейна Сарыджаза и Нарыга. Все. Потому что индивидуальная экосистема, вот, высокогорная, она должна занимать не меньше 200 квадратных километров, на которой вот этот будет размножающаяся популяция барса и по нескольку размножающих популяций такие архары. Потому что вот эти все другие виды, которыми барс питается, это временные, так сказать, объекты питания. Зимой остается исключительно только ледокеевый архар. И вот наше замечательное агентство для того, чтобы спасти якобы барса, вводят валютную охоту, при помощи которой отстреливают архары в зоне обитания барса. То есть делает невозможным восстановление популяции барса. Еще одна сложность, которую я хотел сказать, о которой никто не говорит. На самом деле восстановить популяцию барса страшно тяжело. Популяция барса, она основывается барсихой матерью. Она состоит из, значит, дочерей, внучек и правнучек вот этой вот барсихи матери. И вот эти, так сказать, барсихи, они там выгоняют любого из барсов, которых они сами породили, как только те достигают, значит, половой зрелости. Они изгоняют из этой территории. Вот
в радиусе, значит, то есть вот на этой территории 200 квадратных километров, чтобы их следать. Вот это чрезвычайно важный момент, потому что вот просто, если бы там вне не было барсов, других популяций, где размножаются барсы, и откуда они могут прийти вот в эту популяцию, то тогда и барсы выродятся. Потому что они не принимают своих братьев. Вот. Это очень важно, потому что это предотвращает это вырождение, генетическое вырождение популяции. Но это очень сильно осложняет задачу восстановления. Потому что восстанавливаться они не могут, так сказать, ну, положим, до некоторых удалений от этой размножающей популяции, положим, мы где-то за 100 километров создали, и больше там и так далее, создали участок, заповедник специально для того, чтобы здесь восстановить эту популяцию. Все барсихи эти вернутся к родной матери. В природе. Ну да, в природе. Не будут они там ждать, когда придут эти самцы. Но потому что вот эти популяции, они могут размножаться, то есть, да, взять дочернюю популяцию только на общей границе. Вот они создавайте только на общей границе все условия, чтобы там было достаточно этих корма и так далее. И вот тогда, и вот это только превращение через границу, только это позволит им восстановиться. Это закон, по которому размножаются, увеличиваются в числе очень многие, почти все популяции в природе. Мы считаем, что вот создай условия, они тут же появятся. Да нет, для большинства видов это не проходит. Вы еще все слишком молодые и не знаете, что вот у нас, положим, в Бишкеке, значит, до 60-го года этих дроздов было много только зимой. А летом одного дрозда черного не было. А вот здесь, вот в горах, дроздов до черта этих было. И вот зимой они прилетали позимовать в городе, весной они улетали там гнездиться. Почему здесь не подходящие условия? Подходящие. А потому что они могли селиться только на границе с соседом. А тут все речные поймы были голыми. Не было ни кустарников, ни деревьев. Всюду топ порубили. И вот эти, у них не было вот таких вот смежных участков. А как только там значит, появились вот эти вот участки с дачниками, и пойма заросла, вот это где-то к 60-му году такое случилось. Они мгновенно там пришли в город, который посещали только зимой. То есть вот только поселение только на границе уже существующей популяции. Это один из законов. Поэтому это достаточно сложная вещь, которую совершенно игнорируют вот те организации, органы и так далее, которые вот говорят, что мы создали там все условия. Ни черта они не создали. На самом деле это очень сложная задача. Ну, я могу, конечно, вам рассказывать сколько угодно вот этих всех вещей. Я хочу просто сказать, что вот задача восстановления настоящей дикой природы, а не просто как бы канцелярских экосистем, это действительно очень сложная, разнообразная, значит, работа, которая требует, ну вот, хотя бы того, чтобы вот эти вот органы, которые этим занимаются, хоть чуть-чуть бы прислушивались тех, которые читают специальную литературу, в отличие от специалистов по охране природы. Они не читают специальную литературу. Они в этом отношении абсолютно безграмотны. Я об этом говорю, потому что я имел дело с
госорганами по охране природы практически во всех республиках нашего региона. Но и не только в нашем. Вот это, к сожалению, традиция, которую надо ломать, чтобы они хотя бы прислушивали. И теперь я вот хотел бы сказать, что почему еще очень важно сохранение биоразнообразия вот в нашем регионе. Тут вот показано, что вот видите, темным здесь показаны на суше участки повышенного биологического разнообразия. Вы видите, что в этот спектр попадают также и территории Центральной Азии. Но вы замечаете, что это на юге Центральной Азии, а на юге Центральной Азии расположены как раз горы. Поэтому горы, они имеют наибольшую концентрацию и наибольшее видовое разнообразие вообще, в принципе, в регионе. Ну, достаточно сказать, что, положим, Кыргызстан в 14 раз меньше Казахстана, а по количеству, положим, видов птиц, по количеству видов млекопитающих, оно почти одинаково. Вот. Ну, положим, в Казахстане птиц 480 видов, а в Кыргызстане 395. И в 14 раз меньше все-таки. Вот. Так что это очень важно, что в регионе есть участки с очень повышенным видовым разнообразием. Ну и еще и потому, что он представляет видовое разнообразие не только характерное непосредственно для Центральной Азии, то есть вот эндемики Центральной. Здесь тоже несколько сот, около 1000 видов эндемиков. Но и представителей самых различных фаун. Вот у нас есть представители фаун, которые пришли из Европы, из Сибири, сибирская косуля. Вот у нас, положим, в Сарычляке на одной поляне в лесу можно встретить сибирскую косулю и дикобраза, который пришел из Индии. Вот. У нас там же можно встретить виды, которые пришли с Дальнего Востока. Ну, вот, положим, в наших горах здесь живут синяя птица. А синяя птица, она пришла из Юго-Восточной Азии. Вот. Нормально она там. То есть у нас большое разнообразие. Кроме того, у нас есть некоторые связи, положим, орнитологические, с Восточной и Южной Африкой. Вот. Я был в Южной Африке, на берегу одного озера, там стоял барабу, я его там фотографировал, наслаждался видом барабу, и вокруг барабу летала наша ласточка, горная ласточка, которая там тоже была. То есть это очень место важное с точки зрения концентрации не просто видов, но и концентрации видов, характерных для самых разнообразных регионов нашей планеты. И еще один очень важный момент. Вот мы до сих пор говорили, что развитие и сельскохозяйственное, и промышленное, а в основном об этом всегда шла и речь, они не соответствовали природным условиям региона. Но вот сельскохозяйственного производства несоответствие природным условиям региона состояло еще в том, что вот это сельскохозяйственное производство и в животноводстве, и в растениеводстве игнорировало местные сорта, то есть это и породы. То есть это те, которые веками создавались, формировались именно в этом регионе. Вот, положим, тот спорцет, который сейчас по всему миру
сеет, он произошел из нашего региона. То есть люцерна, некоторые виды ячменя, и так далее, и так далее. То есть очень многие, так сказать, сельскохозяйственные растения, они, так сказать, имеют диких предков здесь. То же самое и с плодовыми деревьями. И абрикосы, и яблони, и груши, и вишни, и сливы, и орех, и так далее, и так далее. Они имеют предковые формы здесь.